Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. 16 лет назад вооруженные силы Абхазии полностью освободили верхнюю часть Кодорского ущелья от грузинских военных и вышли к государственной границе с Грузией. Курсанты первых курсов, направляемые на учебу в вузы МВД и МЧС России, принесли присягу. В Сухуми прошли соревнования по плаванию «Свим Сухум-2024». Все средства, собранные с участников, были направлены на благотворительные цели. 16 лет назад, 12 августа 2008 года, вооруженные силы Абхазии полностью освободили верхнюю часть Кодорского ущелья от грузинских военных и вышли к государственной границе с Грузией. В этот день была установлена юрисдикция Абхазии в верхней части Кодорского ущелья и полностью восстановлена территориальная целостность республики. Предлагаем вашему вниманию репортаж из архива Абхазского телевидения. Кодорское ущелье. В октябре 2001 года этот красивейший уголок Абхазии стал территорией необъявленной войны. Еще в начале августа военные разведчики Минобороны Абхазии получили оперативную информацию о встречах грузинских силовиков с чеченскими боевиками, находившимися в Панкисском ущелье Грузии. В планах у террористов был выход на территорию нашей страны. А после замышлялось участие вооруженных сил Грузии. Их должны были перебросить по воздуху, но, к счастью, этого не произошло. Мы выяснили, что проговаривался вопрос о выводе этих боевиков с Панкисского ущелья, что они войдут на территорию Абхазии. Курировал этот вопрос лично президент Республики Грузия. Он собирал силовиков, он ставил им задачи. В том числе он приглашал своего представителя в Кодорском ущелье и поставил задачу о том, что он должен был этих людей сопровождать. И его представитель с первого до последнего дня, его представитель находился вместе с этими подразделениями. Затем в результате уже более подробной информации мы узнали о целях этой группы, кто возглавляет эту группу. Оказалось, что группу численностью порядка 800 человек возглавлял в прошлом участник Отечественной войны в Абхазии, один из добровольцев, полевых командиров, это Гилаев, Руслан Гилаев. 20 лет назад Гарри Купалба был в числе офицеров Министерства обороны Абхазии, которые были задействованы в операции по уничтожению вооруженных бандитов. В конце сентября боевики на автомобилях Министерства обороны Грузии были доставлены в верхнюю часть Кодорского ущелья, которая на тот момент находилась под юрисдикцией грузинской стороны. Тем временем в вооруженных силах Абхазии была объявлена повышенная боевая готовность, а по республике – общая мобилизация. Множество людей встали, чтобы дать отпор боевикам, угрожавшим безопасности нашей страны. В первый же день в верхней части населенного пункта Георгиевка, это с 1 на 2 октября 2001 года, к нам пришел один из резервистов и сказал о том, что вот в верхней части находится большая группа вооруженных людей, что они захватили абхазских ополченцев. И эта группа, потом мы выяснили, конечно, уже попозже, это была группа уничтожена, 5 человек, ими были убиты. Погиб в первый практически день, погиб начальник штаба геройский Аринахин. Практически была объявлена полная мобилизация. Те резервные подразделения Сухумского, Гулерипского и других районов были поставлены им задачи. Многие военные в прошлом, которые были в руководстве Министерства обороны, независимо от того, они находились в этот период времени уже в отставке, но они тоже с оружием в руках встали на защиту своей родины. Это я имею в виду в тот период времени. Это и Дебар Сергей Платонович. В районе горы Сахарная Голова бандиты разбили базовый лагерь. 8 октября над Кодором был сбит вертолет с международными наблюдателями ООН. 9 человек, находившихся на борту, погибли. Эта миссия военных наблюдателей международная, она запросила разрешение на полет в тот период, район, так как им нужно было уточнить какие-то действия этих людей, визуально убедиться, что они есть или нет. Тогда сказали, что лететь в этот район очень опасно.
что вероятность того, что собьют вертолет, у нас даже в журналах это записано, но вертолет полетел, и вот эти террористы, которые находились в этот период, сбили данный вертолет, и погибло большое количество людей. К середине октября отряды боевиков были разгромлены и вынужденно отступили. Среди тех, кто участвовал в операции по освобождению Кодорского ущелья и не пощадил жизни, офицер вооруженных сил Абхазии Денуар Асланзия. В тот период он фактически командовал передовым отрядом. Денуар вместе со своим родственником, со своим Шуриным, они вышли в разведку, хотя это не их задача была. Попали в засаду, были убиты. Позже указом президента ему было присвоено высокое почетное звание Героя Республики Абхазия. В ходе осенней операции по освобождению Кодорского ущелья погибло 30 человек, 9 было ранено. Тот факт, что к их гибели причастны бандиты, руководимые бывшим добровольцем в Отечественной войне народа Абхазии Русланом Гилаевым, у наших бойцов вызывал сожаление. Мы не ожидали, что Гилаев, тот человек, который среди добровольцев защищал Абхазию, может прийти сюда. Грузинская сторона вынашивала цели, что на плечах гилаевцев они смогут войти на территорию. Если гилаевцы там разовьют успех, то в этом случае развязать большую войну и захватить Абхазию. Но у них, конечно, это не получилось. В тот период каждый вечер грузинское телевидение рассказывало об успехах гилаевцев. В результате боестолкновений мы взяли более 10 человек в плен. Я вот лично разговаривал с некоторыми пленными, и в разговоре они говорили о том, что они вообще не знали, что они находятся на территории Абхазии. Им говорили о том, что вы должны пойти на территорию Российской Федерации, и плохо говорили по-русски, и говорили, что мы совершаем джихад. Джихад против русских, которые воюют с чеченцами. Это была их позиция. Я уверен в том, что их на самом деле, наверное, и обманывали. Кто-то, наверное, кому-то проплатил, и в конечном итоге мы смогли на том этапе вытеснить их с нашей территории. Позже, в 2006 году, Грузия снова введет свои войска в верхнюю часть Кодорского ущелья. И только спустя 2 года, в августе 2008 года, абхазская армия окончательно освободит эту часть страны. Эсма Голанзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Вопросы взаимодействия обсудили премьер-министр Александр Анкваб и глава миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Чингиз Раимбеков на встрече в понедельник. Чингиз Раимбеков проинформировал премьер-министра о проводимой работе и ближайших планах. Особое внимание на встрече было уделено поискам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии. Делегация Министерства обороны Республики Абхазия принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Форум проходит с 12 по 14 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». В нем участвуют делегации 83 государств, 39 из которых возглавляют руководители оборонных ведомств и начальники генеральных штабов. В составе абхазской делегации, возглавляемой министром обороны Владимиром Ано, его заместители Надар Авицбай, Давид Бжания. Ушел из жизни заслуженный работник Высшей школы Абхазии, кандидат юридических наук, почетный профессор Абхазского государственного университета Владимир Микадзе. Владимир Микадзе был одним из старейших работников вуза. Всю свою жизнь он посвятил воспитанию и обучению национальных кадров. При его активном участии подготовлена целая плеяда юристов, которые сегодня успешно работают в органах государственной власти, в системе образования и других учреждениях. Уход из жизни Владимира Митрофановича – большая утрата. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, говорится в письме соболезнований Абхазского госуниверситета. Продолжаем выпуск. Рейдовые мероприятия, проводимые с целью снижения аварийности на дорогах республики, приносят результаты, доложил министру внутренних дел в Рио начальника УГАИ Дамий Авицба. За последний месяц выявлено 252 водителя, управлявших автотранспортом в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание с участием руководителей УГАИ, начальников городских и районных отделений госавтоинспекции, личного состава структуры. Подробности в репортаже пресс-службы МВД.
Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Кют провел совещание в управлении госавтоинспекции МВД Республики. В совещании приняли участие руководители УГАИ, начальники городских отделов и районных отделений госавтоинспекции, личный состав структуры. О текущем положении дел и проделанной работе доложил в Рио начальника Дамия Авицба. Первая задача была снизить аварийность на наших дорогах. На сегодняшний день проводится работа в дневное время на республиканской трассе Псов-Сухум, патрулирование. Мы разбили наши машины, которые имеются на данный момент, по маршрутам. Работа проводится, эффект хороший есть. Но на этом останавливаться не будем, будем дальше ставить работу, мониторить движение, где надо будет помочь районам, где надо будет немного подтянуть. Помимо патрулирования, вечернее время с 15 числа, как я вступил в должность, каждый начальник ГАИ по районам, по городам проводим каждый вечер рейдовые мероприятия на выявление водителя, которые садятся за руль в алкогольном или наркотическом опьянении. К сожалению, такие водители пока мы их выявляем. Сколько у нас за этот период, вот за отчетный месяц? Числа, как я вступил в должность, 252 водителя были выявлены. 204 Это, были, то есть с наркотическими, алкогольными опьянениями? 204 были лишены права управления на полгода. Все их транспортные средства стоят на штрафплощадке, как в районах, так и у нас в управлении ГАИ. И 52 материала передано в суд. Те люди, которые уже повторно попались в нетрезвом состоянии или не имели водительского удостоверения. Личному составу поручено продолжать рейдовые мероприятия с целью выявления нарушителей ПДД. Борьба с нерадивыми водителями должна оставаться бескомпромиссной, отметил министр внутренних дел. Отдельно остановились на теме дисциплины самих сотрудников. Зачастую она оставляет желать лучшего, подчеркнули руководители. К сожалению, как вам ранее известно, на той неделе на посту Тамыш сотрудники, которые заступили на суточное дежурство, как говорится, в обед выпили. Один из сотрудников выехал на своем транспортном средстве и в пути следования в районе Кинки совершил дорожно-транспортное происшествие. К счастью, никто не погиб, но ранены есть. Потом на посту была проведена проверка сотрудниками ОСБ. Были проверены сотрудники, которые несли службу. Было выявлено в итоге 2 человека, которые были в нетрезвом состоянии. Они были доставлены в Министерство внутренних дел. Была проведена работа, был этот материал собран. Данные сотрудники были уволены. Такие сотрудники, как я ранее говорил, предупреждал, которые попадутся за такое нарушение, они не будут переводиться на другую службу, потому что такие сотрудники в другой службе не нужны. Я хочу довести до всего личного состава. Иногда некоторая информация, которую мы здесь озвучиваем, наверное, до конца в том виде, в котором она должна быть, не доходит до всего личного состава. Это мы видим. Говорю вам как есть. Мы все поддерживаем вашу работу. Мы стараемся сегодня улучшить возможности ваши. Но в свою очередь, конечно же, требуем выполнения тех задач, которые перед вами ставятся. Но, знаете как, в первую очередь это добросовестное отношение. А если есть хорошие результаты, мы всегда готовы с вами рядом встать, помочь во многом, поддержать во многом. Но ни в коем случае недопустимо именно те нарушения, о которых вот сейчас Дамир Джумберович говорил. Руководители районных подразделений ГАИ озвучили свои нужды в плане материально-технического обеспечения. Все предложения и запросы будут учтены, подчеркнул министр внутренних дел. В завершении совещания руководство МВД в очередной раз потребовало от личного состава усилить работу на местах и добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ выявили 1717 нарушений ПДД. 5 водителей управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. Составлено 80 административных протоколов.
Согласно приказу министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут, в городах и районах республики проходят усиленные рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии, нарушающих правила дорожного движения. Особое внимание сотрудникам поручено обращать на водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В случае выявления граждан, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, они немедленно отстраняются от управления транспортным средством, подвергаются административному взысканию с лишением водительского удостоверения. Автомобили ставятся на штрафстоянки. В ходе рейда по городу Сухум 11 августа сотрудниками Центрального аппарата управления ГАИ и отдела госавтоинспекции столичного УВД выявлено 5 водителей в нетрезвом состоянии, составлено 80 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. За всю прошедшую неделю по стране выявлено 1717 нарушений ПДД. Основными, среди которых остаются превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по встречной полосе. Усиленные рейдовые мероприятия под руководством МВД продолжатся далее. Основной целью профилактических мероприятий является снижение числа ДТП, минимизация нарушений правил дорожного движения. Торжественные церемонии приведения к присяге курсантов первых курсов, направляемых на учебу в вузы МВД и МЧС России, состоялись в Сухуми. В Министерстве внутренних дел присягу принял министр Роберт Киут, а будущие спасатели и пожарные принесли клятву на верность Родине на площади Свободы в присутствии руководства министерства, родителей и друзей курсантов. Торжественная церемония приведения к присяге курсантов первых курсов, направляемых на учебу в вузы МВД России, состоялась в Министерстве внутренних дел. По сложившейся традиции руководители МВД Абхазии курсанты возложили цветы к мемориалу, установленному в честь сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга и во время Отечественной войны народа Абхазии. В присутствии руководства ведомства, министра генерал-майора Роберта Киут и первого заместителя генерал-майора Руслана Ажиба молодые люди присягнули на верность народу, родине и закону. Сара Гуравия Инара Улипа, Апсна Инкара Тыловой, Аюнецката Ускор Мацура Салуса Захьёпа Тубад Кылара. Тоуба зует ацухтан засыхазар сыпсадгил исуажлер мацураса захьяны. Ишызахча псыцкела, фырхацарыла, лейша бзела, зигрыла шырпшыганы схыша сырпшва, схюнткарри с мацурей рымадзир зинку ишызахча. Сара тоуба зует, исыдырцу отцакватак пхыкурала сышрызнейва, а хюнткарра успхакуя пхапцакой рынок заразы сымчи сылши из шамэгдзу. Ята хозар, сыпстазар акусует, а хюнткарри суажлер зинку жзейбш малый рыхчара. Столба знымзар зны и лазгар лайк сыта хайт, а хюнткарот закон и накурхин. Товарищ министр, курсант Каба присягу принял. Поздравляю. Спасибо. Субсад гелакчера сазыхьёв. В этом году в специализированные вузы МВД России поступили 26 человек, 4 из которых девушки. Курсанты начнут свой славный и ответственный служебный путь в Волгоградской, Омской и Нижегородской академиях, Краснодарском университете. Предварительно кандидаты на учебу в столь престижных вузах сдавали вступительные испытания по физической подготовке, истории и русскому языку для поступающих в Воронежский институт МВД России, математику и физику дополнительно. Также абитуриенты прошли двухнедельные курсы молодого бойца. Как отметил в своем поздравлении генерал-майор милиции Роберт Киут, принятие присяги – один из самых важных дней в жизни каждого курсанта. Уважительное отношение к присяге заложено в традициях нашего народа. Присяга – это клятва на верность своему народу, своей родине и закону, отметил министр внутренних дел. Дорогие наши курсанты, в первую очередь хотел бы поздравить вас с этим знаменательным днем, когда вы приняли присягу и вступили фактически в ряды Министерства внутренних дел. Каждому из вас желаю пройти свой нелегкий путь достойно и вернуться в Республику Абхазия с соответствующими знаниями и приносить, сколько возможно, пользы своей стране. На вас рассчитывают наши граждане. Ваша задача по обеспечению правопорядка и безопасности наших граждан очень важна. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, бодрости духа, а самое главное – не опускать руки. Будет, конечно, тяжело, но каждый из вас
должен осознавать, для чего вы пришли в Министерство внутренних дел. Я уверен, что выполните ту задачу, и Родина будет вами гордиться. У будущих милиционеров осталось совсем мало времени перед началом нового, очень важного этапа в их жизни. Уже 1 сентября они сядут за парты, где будут познавать основы ратного милицейского дела. 6 курсантов, поступившие в этом году в профильные вузы МЧС России, приняли присягу на верность Абхазии. За 2 недели до этого дня будущие спасатели и пожарные прошли курс молодого бойца. Сама же торжественная церемония прошла в Сухуме на площади Свободы в присутствии руководства министерства, родителей и друзей курсантов. Товарищ капитан, курсант Чинала для принятия военной присяги прибыл. Принять военную присягу. Есть. Я, Чиданава Донат Геннадьевич, торжественно присягаю на верность своей родине, Республике Абхазия. Клянусь это соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Абхазии, народ и отечество. О верности выбранной профессии и ответственности за жизнь граждан страны говорил в своем поздравительном слове первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия генерал-майор Тигран Дерибалтян. За время учебы вам предстоит доказать всем и прежде всего себе, что в трудной ситуации люди могут на вас положиться. Мы сохраняем самое ценное – человеческую жизнь. Это благородно, почетно и под силу лишь самым смелым и сильным духом. Принявших присягу бойцов МЧС Абхазии также поздравили родители и коллеги по службе. В академии будете выполнять строго все по уставу, научитесь строевой выучке, освоите оказание первой помощи, научитесь навыкам пожарно-спасательного дела. Желаю вам достигнуть цели и стать профессионалами своего дела. Стать опорой и надеждой нашей маленькой, но очень сплоченной Республики Абхазии. Через несколько дней курсанты из нашей республики направятся в Москву для прохождения учебы в Академию государственной противопожарной службы и Академию гражданской защиты МЧС России. Граждане Республики Абхазия обучаются в профильных вузах спасательного ведомства России с 2009 года. По окончанию обучения они на постоянной основе пополняют личный состав районных подразделений и центрального аппарата МЧС Абхазии. В Сухуме прошел обучающий семинар местной власти и цели устойчивого развития для представителей администрации городов и районов Абхазии, организованной Международной ассоциацией «Объединенные города и местные власти Евразии» и администрации города Сухум. Подробности в материале пресс-службы столицы. В Сухуме прошел обучающий семинар местной власти и цели устойчивого развития для представителей администрации городов и районов Абхазии, организованный Международной ассоциацией «Объединенные города и местные власти Евразии» и администрации города Сухум. Международная ассоциация «Объединенные города и местные власти» – это глобальная сеть муниципалитетов и мегаполисов, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Президент ассоциации – мэр города побратима Сухума Казани Ильсур Медшин. Как отметил замглавы администрации Сухума Автандил Сурманидзе в приветственном слове, побратимские отношения с российскими городами позволяют проводить подобные обучающие семинары, чтобы сотрудники структурных подразделений местных администраций росли профессионально и перенимали управленческий опыт. Добро пожаловать, мы всегда рады встречать гостей. С 2017 года Абхазия находится в этом проекте. Это хорошее, нужное дело для нас, для всех, и для России, для Абхазии, для малых народов.
Спикерами семинара стали генеральный секретарь ОГМВ Евразия Расих Сагитов, директор по развитию Саида Загидулина и директор по проектам Тансылу Нуриева. По словам Расиха Сагитова, в Международную ассоциацию «Объединенные города и местные власти» входят более 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Организация состоит из 7 региональных отделений, отделения мегаполисов и отделения регионов. Сухум является членом нашей организации ОГМВ Евразия с 2017 года, принимает активное участие во всех проектах наших, участвует в мероприятиях. Мы постоянно принимаем у себя в Казани и в других городах делегацию города Сухума. Они нас поддерживали и в 2019 году в Южной Африке, когда наш мэр Казани выдвигался президентом Всемирной организации, благодаря также и поддержке руководства города Сухума. Мэр Казани, как представитель Российской Федерации в Евразии, стал президентом Комитета ООН по местному самоуправлению. Тема семинара является актуальной для всех городов, поскольку устойчивое развитие отвечает потребностям поколений. Понятие устойчивого развития сегодня у всех на слуху. Ежегодно проводятся крупные мероприятия, много-много разных семинаров. Спикеры рассказали участникам семинара, что цели устойчивого развития приняты мировыми лидерами на историческом саммите Организации Объединенных Наций в 2015 году и направлены на решение глобальных проблем. Среди них борьба с изменением климата, решение вопросов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития и многие другие. На семинаре спикерами отмечалось, что по данным Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» 65% целей устойчивого развития не могут быть реализованы без участия местных властей. Каждый муниципалитет, осуществляя проекты и инициативы на местном уровне, в действительности реализует глобальные цели и вносит вклад в решение проблем мирового значения. Повестка дня 2030 охватывает 5 областей устойчивого развития. Это люди, планета, процветание, построение миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров общества и партнерства. В ходе семинара участники ознакомились с понятием локализация целей устойчивого развития и принципами, которые лежат в его основе, а также ролью местных властей в достижении этих масштабных целей. Программа семинара строилась на обучающих модулях, а также проводились интерактивы. Так, участники активно подключились к выполнению упражнений по реконструкции сквера с учетом принципов целей устойчивого развития. Предложили широкий спектр вариантов для соблюдения принципа «никто не должен быть оставлен в стороне». Соблюдать инклюзивный дизайн, включить элементы, обеспечивающие доступность для всех категорий граждан, такие как пандусы, тактильные дорожки, зоны мамы и малыша, площадки для детей с особыми потребностями. Мы считаем, что территория должна быть безопасна, и вокруг нее должно быть регулированное движение дорожного транспорта. Обязательно должны быть зебры для перехода пешеходов. Если есть возможность, то установить светофоры, которые также будут для людей незрячих, то есть со звуковой озвучкой. И если нет возможности установить такие светофоры, то положить лежачие полицейские, так называемые. Если смотреть с точки зрения, так сказать, у нас проблема в скверах. Люди гуляют с собачками очень часто и, к сожалению, не смотрят за своими собачками. И вот эта проблема, я считаю, самая не только большого крупнорогатого скота. По завершении однодневного семинара сертификаты вручили всем участникам. Они поблагодарили организаторов и поделились, что узнали для себя много нового, что применят в своей дальнейшей работе. Семинар был полезен тем, что поднимаются глобальные вопросы, которые должны всегда подниматься, и все работники госструктур должны знать и использовать это в своей работе. Трое спикеров прочли нам очень интересные темы. Как повысить уровень образования, хорошее здоровье и благополучие. Как сохранить экосистему суши. Как сохранить экосистему водных ресурсов. В обучающем семинаре, проводимом Международной ассоциацией «Объединенные города и местные власти Евразии» и администрации города Сухум, приняли участие представители всех районных администраций Абхазии, от Галского до Гагарского районов. Амра Амиджева, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.
Плывем во имя добрых дел. Под таким девизом в пятницу в Сухуми прошли соревнования по плаванию Swim Сухум-2024. Участники заплыва стартовали в 8 утра, а финишировали на пляже Марнера в 9:30. В этом году все средства, собранные с участников, были направлены на лечение Фридоны Авицбо, у которой диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Программа соревнований включала заплыв на 100 и 200 метров для детей, заплывы на 500 метров для подростков и взрослые дистанции на 500 и 1000 метров. О том, как прошло мероприятие и кто победил, в материале Рады Чачава. На солнечном Черноморском побережье ранним субботним утром многолюдно даже по меркам пика курортного сезона. Взрослые и дети, гости и жители столицы напряженно наблюдают за линией морского горизонта. Вот-вот на финишную прямую на пляж Марнера в Синопе приплывут участники грандиозного заплыва Swim Сухум-2024, соревновательного заплыва на открытой воде, рассчитанного как на взрослых, так и для детей. Для каждой возрастной категории было предложено 3 дистанции на выбор – 500 метров, 1 километр и 3 километра для взрослых и 100, 200 и 500 метров для детей. Большой сухумский заплыв – это масштабное, яркое спортивное мероприятие, организованное Федерацией триатлона Абхазии совместно с компанией «Амобайл», Госкомитетом по делам молодежи и спорту, Управлением по делам молодежи и спорта администрации столицы, а также отделом ВАК по развитию молодежи и физической культуры. Мероприятие состоялось, участников больше, чем 200 человек, и это радует. На 3 километра проплыло 31 человек. Это тоже очень хорошая цифра. В общем и целом все получается. Мы будем делать это мероприятие в следующем году и будем работать над тем, чтобы оно было еще более масштабным, стало знаковым событием для нашего города и нашей республики. Среди участников заплыва как любители, так и профессиональные пловцы. Основная и самая длинная дистанция была 3000 метров, поражающая как своей зрелищностью, так и уровнем сложности. Финишировала в заплыве воспитанница заслуженного тренера Абхазии по плаванию Виктора Задорожного, Роксана Гелязидинова. Как отметил Борис Барцыц, главная цель столь масштабного яркого события – популяризация спорта в Абхазии, особенно среди самых юных жителей нашей страны. У нас есть финишеры, есть, что очень интересно, первая приплыла девушка за 56 минут, отличное время, тоже наша воспитанница, занималась в сухумских школах плавательных, это радует. 3 километра завершили, через 2 минуты буквально начинаем заплыв для самых маленьких на 100 метров. Это дети 6-7 лет, 1-2 класс. Задача – популяризация спорта в республике, популяризация здорового образа жизни, ну и также сделать так, чтобы было весело, интересно детям участвовать здесь. Наша задача – привлечь детей. По словам председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараща Хакба, проведение подобных мероприятий помогает развивать спортивную культуру Абхазии. Большой сухумский заплыв проводится в 4-й раз, и количество участников, ровно как и заинтересованные жители республики в этом красочном событии, только растет. Огромное количество участников, огромное количество людей, которые смотрят за нашими спортсменами. В целом, очень красочно проходит сегодняшнее мероприятие. Мы все за, чтобы спорт в Абхазии развивался. Что касается данного направления, президент Федерации триатлона нашей страны Борис Барцыц, он же руководитель сотовой компании «Амобайл» со своей большой дружной командой уже не первый год проводит такие масштабные мероприятия. Конечно же, мы видим массовость, самое главное. Мы видим, что наш многонациональный народ за спорт, и это нас всех радует. Летнее спортивное мероприятие объединило всех, от мала до велика. Самые юные пловцы принимали участие в заплыве на 3 дистанции и не скрывали восторга от соревнования. Классно, впечатлительно, мне очень сильно понравилось. А почему ты решила участвовать? Не знаю, для интереса посмотреть, насколько я могу сильно плавать. Для интереса. Чуть-чуточку, да, вначале было сложно, потом успокоилась там, воздух, все нормально, дальше потом было легче. Общий призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей. Награждены были победители, приплывшие первыми во всех 3 дистанциях обеих возрастных категорий. В этом году Swim Сухум стал благотворительным мероприятием, направленным на поддержку маленькой Фридоны Авицбо, которая борется с острым лимфобластным лейкозом. На следующий день после проведения заплыва стало известно, что средства на лечение Фридоны собраны. Маленькое чудо стало реальностью благодаря усилиям тысяч неравнодушных людей. Рада Чачава, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
Фонд Ашана закрыл сбор средств на лечение 11-летней Фридоны Авицба. Фонд собрал 25,8 миллиона рублей. Собранные средства будут направлены на курсы химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Пожертвования, которые продолжают поступать на счета фонда, будут направлены на операции детям с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, сообщается на официальной странице фонда. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 13 августа, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен слабый дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 26-31 тепла. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.